O da bazma. Detective. Или кто-то. Это был злодей-то. Если посмотреть, это был и тот Эрл, где злодей. Кто-то не был злодей, криминальный злодей. И дом команда. Это лежит дома, который потерял. Мгм.
Ага. Блин, кажется, ну, капец, я сегодня темный. Так. Посмотрим. Окей. Ага. В принципе, все готово. Мгм. Так, что мы делаем? Мы куда-то идем. Так, давайте будем повышать храбрость. Пока что будем чисто повышать храбрость. А, стоп. А, теперь уже просто вот так вот повышаю, да? Ну что ж, поднял до решительности. Класс. Так, кто вознамерился повелевать, то должен преисполниться отвагой и разжигать ее в сердцах страждущих. Окей. Так, наши герои покидают Мартиру, когда солнце скрывается за горизонтом. Их бегун достигает густого леса, в котором растут самые разные деревья. Вся живность попряталась за заходом солнца, и воцарилась звенящая тишина. Впереди наших героев ждет волнующее путешествие. Класс. Древесный лагерь. Эй, ты слышал? Теперь на задней палубе стоит бадья для купания. А, на задней палубе. Вы мне все уши прожужжали своими жалобами, что вам негде помыться. Вот я и придумал просто эффективное решение. На ходу вода наверняка расплескивается, но зато на привале можно будет хорошенько вымыться. Я слышал, что в некоторых регионах в воду для купания добавляют особые фрукты и травы, чтобы снять усталость и укрепить тело. Если тебе попадется что-то такое в продаже, рекомендую купить. Благодаря заботе Нейроса вы теперь можете принять ванну в воде на задней палубе. Искупайтесь, чтобы получить маглу или улучшить ваши способности, добавив в воду особую соль для ванны. Нам предстоит еще 3 дня в пути. Я понимаю, ты чувствуешь себя сильнее, чем раньше, но уходить после заката все равно опасно. Так, по каким заданиям можно отчитаться? Блин, да. Нас сразу же вырвали из города, и нам пришлось уезжать моментально. Ну ничего, потом телепортнемся как-нибудь. Погодите-ка, а я могу телепортнуться отсюда? Нет, конечно. Так, где для купания? Нейрос рассказал мне, что можно просто купаться в воде, а можно в ней что-нибудь добавить. Купаться будет еще приятнее, если добавить в воду что-нибудь ароматное. Полежав в воде, я расслаблю тело, успокою душу и может даже получу немного магла. Искупаться.
Так, есть цитрусовый чай. Выбрать соль для ванн. Это и есть оно. Так, экстракт цитрусовый чай увеличит мою ловкость на 2. Класс. О, реально мой. Экстракт цитрусовый рай так и манит. Рай цитрусовый. А я чай читаю. Я ж подумал, че как это вообще? Так и манит понежиться в ванне. Меня окутывает сладкий аромат, и кажется, будто я бегу по цветущему лугу. Блин. Усталость как рукой сняла, а на душе стало легче. Ловкость увеличена на 2. Класс. Нормально так маглы накидывает. Равный день. Мы прибудем в Приморский город послезавтра. Эсмер, ты разбил наверху палатку? Смотри, чтоб ее ветром не сдуло. Я уверен, что моей палатке легкий бриз не страшен. Впрочем, соглашусь, осторожность тут не помешает. На крайний случай у тебя есть крылья. Если что, ты ведь сможешь прилететь обратно. Мой юный друг, с чего ты решил, что Эйджф умеет летать? С помощью этих крыльев можно лишь спланировать по воздуху на скромное расстояние. Так. Ну-ка глянем, что там за палатка такая. Нифига себе. Расчудесное было бы утро, если бы меня насильно не вырвали из объятия сна. Если ты устал, ложись спать. Вот и вся наука. Разумно ли идти наперекор природе? А ведь она придумала все за нас. Разумно. Так, давай-ка потусим с Хюлькенберг. Я обдумал военные стратегии в этой настольной игре. Можно вообразить себя на настоящем поле боя. Не желаешь со мной сыграть? Мудрость. Ага. Да, погнали. Ну что ж, приступим. Предупреждаю, поддаваться я не буду. И от тебя жду того же. Учитывая ситуацию на доске. Мы сражались на равных, пока ты не загнала меня в угол всего за один ход. Не унывай, игра только начинается. Когда противник задействует тяжелую артиллерию, всегда можно найти брешь в его обороне. Допустим, противник собирает все силы, чтобы пробить твою защиту, оставляя при тебе свою базу. А при этом свою базу открыты для удара. Что ты предпримешь? Нанесу ответный удар. Конечно, такой хороший шанс пускать не стоит, но если не будешь защищать свою базу, ты подаришь противнику легкую победу. Атакуй, не забывай обороняться. Ёж. Ты все понял? Мне интересно, каким будет твой следующий ход. Окей. Говорит Нейрос, засек что-то любопытное на радаре бегуна. Давайте-ка здесь остановимся. Впереди виднеется некогда процветающий, а ныне разрушенный город. Когда-то здесь добывали кристаллы маглы. Рабочие приезжали сюда со всей страны. Полный надежд и сил. В период своего расцвета город не уступал по размерам Брилхевену. Увы, потоки маглы стали привлекать сюда людей.
И после ряда трагедий жители покинули город. Лишь зловещее мерцание кристаллов освещает пустынные улицы. Когда город был заброшен, за кристаллами магл сюда потянулись воры и мародеры. Все они возвращались с пустыми руками, дрожа от страха. Прикольно. Какая гнетущая картина. Взгляните на кристаллы. Блин, напоминает город Мирный, если что. Благодаря этому кратеру. Вот у нас в республике Саха есть город Мирный. С этим. С известным, с известной шахтой, или как там можно его назвать, называется Трубка Мира. Вот она вот примерно такая же. Типа огромная вообще. Дрень в земле. Здесь на душе становится горько. У меня мурашки по коже от мысли о том, какая судьба постигла жителей. Что такое, парень? Тебя снова укачало в бегуне? Нет, простите, я просто вспомнил что-то неприятное. С тобой точно все хорошо? Да, не надо за меня волноваться. Я знаю, от чего погибла эта деревня. Сомнений нет, это сделал человек. Ты прав. Судя по характеру разрушения, это было необычное чудовище, не война. Да, уж не знаю, то ли кристаллы маглы привлекли сюда человека, то ли они выросли уже после разрушения, но моя родная деревня тоже. Строул. Да? Я не могу знать, что творится сейчас на твоей душе. В твоей душе. Но я прошу тебя вспомнить, как мы одолели человека в замке и спасли всех, кто был внутри. Отринь тревоги. Настанет день, когда эти земли и твоя родина вернут свое былое величие. Да, наверное, ты прав. Мне было горько видеть разрушенную деревню, но эта картина заставила меня задуматься. Мудрость во мне крепнет. Отлично. Признаться, у меня уже живот сводит от голода. Предлагаю закругляться. Надо же. Наверное, почувствовал, когда уместно остановиться. Давайте уже уйдем отсюда. К слову, я и это нарисовал. Получилось весьма безрадостно, но это важное свидетельство того, что здесь произошло. Разрушенный город. На память об увиденном такое нельзя забывать. Ага, угу. Бегун останавливаться в густом лесу. Лишь мягкое свечение бегуна освещает наших героев, окутывая их со всех сторон. Черновесный лагерь. Уже послезавтра мы будем в Приморском городе. Скоро мы оба впервые увидим океан. Блин, походу это будет супер интересно. Комар древолаз. Здравствуй, у меня что-то изрядно выдалось свободного времени. Не желаешь ли отдохнуть и побеседовать? Врагов я нигде не чую, вокруг тихо и спокойно, значит можно и отдохнуть. Воображение мне наверняка возрастет, если мы с Эсмером вспомним прошлое и вместе построим план на будущее. Да? Хотя сначала со Стролом поговорю. Прошу прощения, мне не пристало так себя вести. Эсмер абсолютно прав, я привык смотреть на мир в негативном свете. Ну ладно, что-то. Так, неужели нам пора покинуть Мортиру? Эх, я так полюбил этот город. Недалеко от Мортира находится моя родная деревня, там мне даже дышится иначе, чем Гранд Радио. Даже несмотря на все, что с тобой случилось?
Что ж, меня несправедливо сочли за похитителя, однако я никого не держу, ни на кого не держу зла. Я понимаю, что чувствовали родители, чьи дети пропали. Слово, откуда ты родом? Я слышал, это задание тебе поручили в далекой деревушке, где остановился его высочество принц. Прошу простить меня за бестактность. Вашу расу угнетает еще сильнее, чем эйджевов. Если тебе неприятно беседовать на эту тему, я ни в коем случае не настаиваю. Думаю, любой из ныне живущих хотел бы забыть те или иные события своего прошлого. И я не исключение. Пусть оно и так, но я склонен полагать, что нас определяет не прошлое, а наши поступки. В настоящем и будущем. Я также полагаю, что будущее, описанное в твоей книге, вполне может стать явью, но для этого мы должны смотреть на него вместе. Ничего не рассказал. Какой котел? Что чуть-чуть? Смотри. Так, кстати, пока не забыл, надо написать Жене. Привет, Физеркорп. Здорово. Так. Но у меня не водичка, а морс. Сейчас я еще пойду налью. О, нормально такой получился. Ядреный. Так, господи, дверь не закрылась. Так,
Кстати, кто пришел, скажу, что чуть позже, ну как чуть позже, часа через 3 примерно будет подкаст. Будем играть в ранний билд хоррор игры одной, демку. Харамран называется. Ну и заодно будем говорить с разработчиком непосредственно этой игры. Будет интересно, мне кажется. Я даже вопросы подготовил. Это прям будет полноценный настоящий подкаст. Интервью. Порно? Какое порно? Ты чё? В порядке вообще? Послышалось? Хоррор-игра будет. Подкаст с разработчиком. Якутская хоррор-игра. Да. У тебя там никакая вкладка не открыта дополнительная там с оранжевым сайтом, так сказать. Может, у тебя как-то это как бы концентрация сбилась, я не знаю. Ну ладно. В общем, через 3 часа примерно будет такой подкаст. В прямом эфире будем сидеть, общаться. Ну, я понял. Да. А пока так, посидим, поиграем. Ну, взять интервью и подкаст по порно-игре было бы классно, конечно. Что вас вдохновило заниматься порно-играми? Да. Откуда вы черпаете свои идеи? Да. Было бы прикольно. Ладно. Я рад нам, что нам представилась такая прекрасная возможность побеседовать. Если ты еще не чувствуешь усталости, можем продолжить. О чем мы не разговаривали, интересно? Непонятно. Во сколько подкаст? 8 вечера по якутскому времени. Через 3 часа. О, я чую соленый и свежий морской воздух. Такими темпами мы будем при Рилхевене уже завтра утром. Круто, да. Морской воздух? Так я и подумала. Что-то мне так душно от соли. Хорошо, что лес наконец остался позади, и выходит, мы уже миновали тот утес, который обрушился прямо на дорогу. Дорогу расчистили быстро. От разрушения осталось и следа. Слово о разрушении. Нейрос, постарайся довести нас без лишних происшествий. Привет, Арса. Здорово. Уже завтра мы увидим океан. Нейрос говорит, море вокруг Брилхевена очень необычно. Мне уже не терпится увидеть, что он имел в виду. Никого тут нет. Видимо, все пошли смотреть. А, мы все еще в лесу. А, вот это вот на палубу. Ёб твою мать. Блин, ну круто же выглядит вообще. Ну это ж круто, блин, вы че? Да, конечно, слегка примитивно дорога выглядит там прочее, но... Ну камон, блин. Это офигенно. Так. Ветер переменился. Стало быть, море уже совсем близко. Люблю выпить вечерком на природе чего-нибудь крепкого. Надеюсь, ты разделишь это удовольствие со мной, когда подрастешь.
К сожалению, у нас главный герой это подросток, которому нет и 21, так скажем, и 18 тоже. Типичные японские игры. Ну, может, кстати, они таким образом поддерживают какой-то... Я даже не знаю. Может, они так молодежь поддерживают, в плане того, чтобы у них все было хорошо. Что-то часто у них замечать такое. А так, чтобы, типа, ну, что-нибудь про взрослых, вообще нет такого. Или мало такого. Че, сходим в туалет? Посидев в уборной, я почувствовал себя гораздо лучше. Угу. Так, ну, давайте еще поиграем с Хюлькенберг. Ты как раз вовремя. Я обдумал военные стратегии. В этой настольной игре можно вообразить себя на настоящем поле боя. Не желаешь со мной сыграть? Ага. Фига себе, тут кот еще какой-то есть. Что-то я этого кота не видел. Ну, давай играть. Ёж. Кажется, я поняла, что ты замышляешь. Что ж, тогда... Двумя своими фигурами Хюлькенберг поставил меня в тупик. Мои фигуры окружены. Попытки угнаться за противником перед собой ты позволила его союзникам зайти из флангов. Мои фигуры постепенно окружают твои слева и справа. Если круг замкнется, тебя почти не останется шансов. Что будешь делать? Так, постарайся рассредоточить свою фигуру. Разделить свои фигуры было бы ошибкой. В этом случае я легко уничтожу их одну за другой. Блин, говно. Ну вот, учимся потихоньку, учимся. Теперь ты понимаешь, насколько в бою важна позиция? Если так, то давай продолжим. Угу. К нам приближаются враги. Или не враги. Кажется, это бегун той юной леди. Эй, там на бегуне, пока я жива, трона вам не... Блин. А мне какой архетип стоит вообще? Имейте в виду, со мной шутки плохие. Поняли, что это значит? Выходите, а не то протараню. Слыхали, девушка? Ну и что вы, ребята, будете делать? Я выйду к ней. Без шума уладить дело не получится. Ой, она карабкается на борт, с другой стороны. Видно, придется нам принять ее вызов. Блин. Опять это ушастая. Вот мы и снова встретились. Прошлый бой я проиграл, но в этот раз победа будет за мной. Тебя жизнь совсем ничему не учит, уж прости, но мы тоже настроены на победу. Ой, да что ты говоришь? Королевой стану я, и понятно, и не важно, сколько раз я уже проиграл. Мой народ страдает. Кто, если не я, позаботится о припасах? Это квадроберы, если что. Я пообещал всем, что займу трон, и я сдержу свое обещание, чего бы мне это ни стоило. Королева квадробера. Мада-мада. Блин, кстати, это хорошая идея. Может, кражу совершил? Ну, в игре имею в виду. Так, Кан! О, взял. Хорошо. Так. А, кстати, к чему она слаба? Непонятно, к чему она слаба. Погоди, она типа монах же, да? Ну, как бы этот. Они вроде слабы к
Может, холоду? Или режущие удара? Нет подробной информации навыки. Ядрить, я еще и навыки могу увидеть ее. Ляпка. Пасематик. Сейчас подойду. Так, я на месте. Но думаю, давайте попробуем холодом ее. Блин, у нее как раз стойкость к холоду. Ага. Так, подпилим чувака. Ну и... Бам! Держи. Проклятие! Почему такие сильные? Ладно, тогда я тоже буду драться в полную силу. Готовьтесь. Спиральный кулак. Ах ты собака. Хотя она на собаку не похожа, конечно. О, нет, только не... Ага. Нормально, нормально. Ну и хана, короче. Бам! Хедшот, блин. Как такое возможно? Я столько тренировался, как же больно. Вот так вот, блин. Угу. Нормально. Чистое рассечение. Наносит режущий удар с малым физическим уроном по одному противнику. Блин, малый. Печально это как. 806. Да чтоб тебя.
опять я проиграла. Если бы я победила, то велела бы тебе ко мне присоединиться. У тебя невероятная сила. В следующий раз победа будет за мной, так что готовься, понял? Усатый мужчина какой-то пришел. Катерина, выше нос. Угу. Не, ну на нее приятно смотреть. Какой-то усатый мужик пришел. А, усталый мужчина, блядь. Я еще такой посмотрел на него, думаю, а где усы? Я увидел твой бегун и решил последовать за тобой. Рассказы тебе не врут. Слушай, Эйдорикас. Кто я, по-твоему, Эйдорикас? Прошу прощения, мне прекрасно известно, что ты знаменитая Катерина Гранна. Это всем тут известно. Более того, на тебя возлагают большие надежды. Они в поисках работы переселяются? Даже если там поможет... Даже если это может их погубить? А что еще остается по припасам? Да, это может быть опасно, но не разбив яиц, омлет не сделаешь. Эй, Дарикас, постой. Вот возьми и постарайся убедить остальных, пока не уезжать. Хорошие новости! Катерина поддержала нас деньгами. О, спасибо, мы теперь хотя бы сможем поесть. Ну слушайте, я понимаю, что время нынче тяжелое, но такая работа не выход. Если вы потерпите еще немного, обещаю, что сделаю нашу жизнь лучше. Вот это другое дело. Мы в тебя верим, Катерина. Да. Я эти деньги всего пару дней назад получил за убийство чудовища. Они должны были пойти на мою борьбу за трон. Это небольшая цена за помощь моим соплеменникам, но такой суммы хватит всего на пару недель. А потом они опять соберутся на поиски работы. У меня это в голове не укладывается. Умирать, пытаясь заработать на жизнь. Богачи только и рады предоставить припасам такую возможность. Когда я получил власть, первым делом назначу награду за голову этих ублюдков. Они с нас 7 шкур содрали, теперь моя очередь. Деньги решат проблему? Деньги помогут твоим сородичам? Без понятия, но нужно было сделать хоть что-то. Даже сейчас большинство из них не выживет. Я не могу просить тех, кто сидит без еды сегодня, подождать до завтра. Пока я что-нибудь придумаю. Мне ведь просто повезло. Я нашла в себе силы не сдаться и выжить. Но у большинства нет таких сил. Им нужно, чтобы кто-то за ними не показалось, там что-то есть. Это вот эта вот херня. Им нужно, чтобы кто-то за ними присмотрел. Тебе-то отлично известно. Если можешь что-то сделать, сделай это. Иначе ничего в этом мире не поменяется. Так он и останется прогнившим. Те, кто не из припасов, говорят, что тут ничего не поделаешь, но они просто хотят и дальше угнетать нас. Они не могут допустить, чтобы припасы начали жить хорошо. Это слишком пошатнет их положение. Они не хотят ничего менять в этом извращенном мире. Давай все изменим. Давай сами все изменим. Именно это я собираюсь сделать, Васян. И сейчас самое время для этого, пока трон может достаться кому угодно. Поэтому я не могу тебе просто уступить. Благодарю, Васян. Может, мы и враги, но мне нравится с тобой говорить. Мне нужно стать сильнее, но я все равно обратилась в вербовочный пункт. Теперь наши награды должны стать больше. Сходи, проверь. Надо убить побольше чудовищ. Спасем этот мир насилием. Насилием. Так. Чё? Рукопожатие? Единоборец. У-у-у. Неплохо, неплохо.
Архетип единоборец доступен для изучения в Академии. Узнать, какими навыками и умениями вы можете овладеть. Благодаря эффекту дополнительной награды, теперь награда вербовочного пункта будет увеличена. Круто, круто. Ну, в следующий раз я это точно уделаю, так что смотри, не умри раньше времени. Это забавно. Это забавно. Тени становятся все длиннее в лучах заходящего солнца, затем тьма накрывает теплую топь. Здесь и останавливается наш бегун. Ночные хищники, весь день прятавшись в тенях на болоте, выходят охотиться. Ну, тут какая-то деревня. Но внутри бегуна нашим героям ничто не угрожает. Они получают долгожданную передышку. А чё мы не внутри? Не терпится побывать в Брилхевене. Так. Мать твою. Серьезно? Не хватает? Так. Ну вот сейчас как раз поболтаю с ней и получу достаточно маглы, наверное. Это ты. У тебя тоже слишком много свободного времени. Я много путешествовал, но убивать время так и не научилась. Не хочешь ли ты со мной побеседовать? По прошению. Давай. Пойдем, поболтаем. Что это за адская херня? Блюдо из песчаного червя мне очень понравилось. Не ожидал, что заморские специи могут так приятно разнообразить кухню Мортира. Смелое сочетание непохожего рождает нечто совершенно прекрасное. Тоже можно сказать и о наших силах, правда? Да, хороший пример. Вот я знал, что ты меня поймешь. Ты ведь разделил со мной божественно вкусного песчаного червя. Порой силы внутри нас реагируют друг на друга и обретают такую мощь, о которой мы даже и не подозревали. Ты это замечал? Иначе как чудом такое переплетение разных сил и не назовешь. Короли-герои древности сражались в одиночку и были повержены, но я чувствую, что с ними этого не случится. Но я чувствую, что с нами этого не случится, ведь мы держимся вместе. Ну, Катюнь. Просто да. Еще да. Хлеб да. Пусть мать.
Путешествия, неизведанные новые открытия пробуждают в душе желание изменить мир. Мне уже не терпится отправиться в следующий город. Окей. О, становимся супер фантазером. Че, приехали? Прибежали, точнее. Эй, утречка. Пойдем, мы почти на месте. Брилхевен, давненько я тут не был. Ты тут бывал? Родители однажды привезли меня сюда в детстве. Помню, я проснулся и сразу почувствовал запах океана. Народу был просто кошмар. Мне было жутко интересно. Все тут было совсем не так, как в нашей глуши. Я чувствовал то же самое, когда оказался в столице. Я-то привык к своей деревеньке, где не было ничего, кроме полей до гор. Кстати, Хюлькенберг, а ты откуда? А что, трудно догадаться? Разумеется, он из Монтарио. Это на востоке. Хюлькенберги — одна из главных аристократических фамилий этой страны. Быть не может. Ну, вообще-то да. Правда, я почти не общаюсь с родителями. Я не виделась с ними с тех пор, как ушла из дома. Понимаю. Что ж, мы все тут гости издалека. Похоже, мы как раз успеем к испытанию. Так еще бы, вас везет настоящий мастер. Я очень надеюсь, что Джоанна объявится. Мы приняли решение довериться ей, остается только ждать. Ну что, все готовы, дамы и господа? Добро пожаловать в Брилхевен, жемчужины прибрежной короны королевства. Брилхевен — столица океании западного княжества, захваченного у Хронии во время оккупационной войны. В Брилхевене находится важнейший военный порт королевства, поэтому на его улицах всегда много моряков и солдат. В этом городе днем и ночью кипит жизнь, сюда приезжают поглазеть на чудеса природы, созданной магией. Любители боев смотрят на сражения чувачей в Колизее. Колизей. Бегу направляется к городу, ведомый теплым и соленым морским бризом. О, аниме. Это океан. Ничего, кроме воды, до самого горизонта. Этот город такой же большой, как столица, но здесь все иначе. Да. Брилхевен — город воды. Блин, что за визуал? О, этот мудак тут. Санктор Гида, вы принесли нам весьма внушительный трофей. Как по-вашему, это отразится на ваших конкурентах? Мои боевые монахи — это несокрушимая сила, но не мне предсказывать исход состязания, ведь все в руках Господа. Ну что ж, пока состав участников вполне традиционный. А вот и наша загадочная темная лошадка. Надеюсь, хоть ты нас удивишь. Ну-ка.
Мгм. Ох, какие великолепные бегуны. Каждый из них достоин короля. Как вижу, небесный бегун по-прежнему есть только у Луи. Нет, у духовников наверняка тоже припрятан такого рода механизм. Это ведь Санкстианская церковь платила за разработку небесного бегуна. Хотя разве это настоящий полет? Одно баловство с магией и левитацией. Об аэродинамике они, похоже, не слышали. Птице для полета не нужна магия, нужно механическое совершенство оперенного крыла. Вот такой прорыв я мечтаю сделать. Понимаете? Когда-нибудь я смастерю такие крылья, и мы будем парить, как птицы. Мне это не интересно. Ну, жду с нетерпением. Отлично, запомни мои слова, мы с тобой еще полетаем. Да это же наш маленький пижон, его прихвостни. О, подсос водила пришел. Ах, он уже успел меня утомить. Так, что это не вижу никаких голов. У вас же были грандиозные планы поймать негодяя Эсмера. Это, понимаю, речь обо мне. Ты Эсмер? Это какая-то шутка? Это и есть вас ужасный преступник? Знаете, еще не поздно отказаться от участия, пока вы не опозорились на глазах у публики. Эсмер с нами. И предлагаем мы вовсе не его голову. Поразительно, вы заключили союз с преступником? Вы в своем уме? Ну что ж, буду рад полюбоваться вашим публичным унижением. Реально утомляет этот парень вообще. Идем, Гектор. И крысу свою забери. Господи. А кто это? Один из претендентов подручный графа Луи. Прямо скажем, мы с ним в натянутых отношениях. Да, даже совсем припарковаться негде. Давайте поищем где посвободнее. Демонстрация голов назначена на завтра. Очень надеюсь, что Джоанна появится. Нет необходимости сегодня всем ночевать здесь. Останусь ждать нашу тяжелую артиллерию. Заодно мелким ремонтом займусь. Очень любезно с твоей стороны. Тогда мы поищем гостиницу в городе и попробуем местные деликатесы. Дары моря здесь свежейшие, куда лучше, чем столица. Звучит заманчиво. И отдохнуть, и вкусно поесть. Такая редкая возможность. Нерас, мы воспользуемся твоей любезностью. Лично я мечтаю поспать в нормальной постели. Так тому и быть. Пойдемте искать ночлег. Раз мы в большом городе, я бы хотел остановиться в приличной гостинице. Ну и жарище. Да. Ради всего святого, только не перед моим домом. Мне все равно, где ты будешь спать, только не здесь, проваливай. Да что ты будешь делать? Что с вами мерзавцем такое происходит? Я думал, хоть в Брилхевене жизнь получше, но стоит ли тут... Но стоило тут поселиться, как начали появляться трупы и проклятые болваны. Он с собой какую-то заразу привез? Из столицы или шо? Ох, нифига. Милости прошу, скажу, выбор у меня невелик. Вот и все, что осталось. Лист.
За 100. А что-нибудь еще есть? Лавочка, которая продает столько травок, как-то это все подозрительно, правда? Не хотите покупать, не надо, нечего возмущаться. С этой лавочкой явно что-то не так. Ну да, надыбаем инфу, все станет понятно. Блин, какие-то бедные дети стоят. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Слыхал? Что случилось с ребятами? Вы им мозги запудрили и ободрали до нитки. Перепуганный аристократ. Вы все не так поняли, они просто подписали контракт, никто ничего не обманул. Знаете, у меня ведь друзья в Колизее, в Армарено. Не хотите, чтобы вас кормили тамошним зверем? Выкладывайте все как есть. Зверям, пожалуйста, не надо вернуть деньги, только пощадите. Не вмешиваемся, да? Этот стражник стоит похуй ему вообще. Там чувака грабят, по сути, насрать. Какой-то странный свечащийся насекомый. Золотой жук. Так, сейчас погодите-ка.
Извиняюсь за отсутствие. Жена пришла с работы. И я начал жестко шуршать там на кухне. Еду там подогрел, все такое. Так, ладно. Что там? Порт. Да нет, давай. Да, сюда. Дмитриева Софья, привет. Здравствуй, здравствуй, рад видеть. А, сегодня выходной день. Так. Выходной день, можно по дешевке купить всякое. Давайте оружие глянем сразу. Да. О. Вот это надо брать, прям вообще рыбацкая острога. Меч палача. Кстати, да. Напоминаю, что 8 часов вечера по якутскому времени, это получается примерно через 2 часа 20 минут, проведем подкаст, интервью и поиграем в игру, якутскую хоррор-игру. А пока так просто сидим, отдыхаем. Меч моряка. Я вот думаю, купить или копить меч ниндзя. Ладно, давайте копить. У меня, кажется, есть деньги, а я-то не знал. Так, все, теперь я могу купить, в принципе, вот это, да. Ну да, ей надо вот прям. Это вот прям ей необходимо. Куплю. А то у нас она чуть ли не самая слабая. Из-за того, что нет... как называется? Каких-то атакующих навыков. Класс, наконец посмотрим Харамаран. Да. А я же не называл имени. Хотя написано на названии стрима. Я вопрос подготовил и все такое. Так что, да. Ну, я думаю, почти, посидим там прям 2 часа или около того. Потом я это смонтирую и выложу на YouTube канал. А так можно будет подкаст этот посмотреть, так сказать. Хотел сказать, типа вживую, да, типа вживую. В прямом эфире. Погоди-ка. Ай! Нет, не надо тогда.
была полнолуние. Катана зверя. Слушайте, а прям неплохо, мне кажется, всяких этих, да? Нормально. А, угу, понял. Так, это можно продать тогда. Все, в принципе, окей. Так, теперь с броней как дела обстоят. Я, кстати, что-то как-то не одел толком-то своих людей. Так. Угу. А, во. Как дела? Да дела хорошо. Так, потихоньку. Ну, в основном погряз в домашних делах. В основном погряз в домашних делах. Ну, домашние дела это что? Вот, получается, чисто готовка еды, там. Забрать ребенка со школы. И всякое такое. И потом стараюсь преодолеть свою лень, учиться на Unity. Тут как бы, ну, не сказать, что я побеждаю в этой битве, но... Ну, как бы так, нормально, в общем. Ни туда, ни сюда. Так, потихоньку каждый день что-то делаю. Слушаю подкасты всякие. А, не подкасты, а аудиокнигу. Нашел аудиокнигу «Кровь, пот и пиксели». Там, оказывается, каждая глава посвящена истории создания той или иной игры конкретно. Или не именно истории создания, а скорее, как бы это сказать, каким-то конкретным моментам, которые были проблемными. Ну, к примеру, там очень подробно описывалось, как создавал Stardew Valley, как вообще история вот это вот происходила. Сейчас вот слушаю Diablo 3, как запускался и так далее. Более подробно, что у Blizzard'ов там творилось. Да. Ну, прикольно, интересно. Ну, дела, в общем, нормально. Нормально. Ну да, хорошая книжка. Ну, то есть его прям стоит заценить, послушать там о тех или иных моментах. Ну, к примеру, создатель Stardew Valley вообще поначалу думал, что он создаст игру буквально за 2-3 месяца, что ли. Но в итоге-то мы знаем, как все получилось. У него, кстати, история такая. Он сидел дома, получается, занимался игрой, в то время как его жена там, получается, работала и, ну, в общем, оплачивала счета и все такое. Поначалу они очень все, ну, как бы скромно жили и так далее, но потом, как мы знаем, все у него получилось. Но он к этому очень долго шел. И самое прикольное, что он в конечном итоге встретил разработчика игры Harvest Moon. Вообще, вот, он же вдохновлялся Harvest Moon поначалу. И это была его любимая игра, поэтому он создал Stardew Valley. Такая вот штука. То есть он при встрече с этим японским разработчиком Harvest Moon, ну, как там происходило? Они общались на темы игр, типа Harvest Moon, Stardew Valley.
И получается, один разработчик поиграл в игру другого. И наоборот так. По словам этого самого разработчика Stardew Valley, это все было как в каком-то бредовом сне. Это было очень типа сюрно, говорит. Было сложно поверить, что это на самом деле происходит. Да, такая вот прикольная штука. Я вот все думаю, что бы купить. Лучше броню куплю. Пойду. Не, надо экономить, короче. Буду экономить. Угу. Так, сюда. Ну и сейчас вот играю в эту игру и прям... Ну такая хорошая игра. Тут много чего интересного происходит. Ну не сказать, что прям такая классическая JRPG, но она прям такая на максимальном стиле сделанная игрушка. Все-таки разработчики это Atlus. Atlus это Persona. А Persona это прям такая вот стильная игрушка. И тут все тоже типа такое. То есть тут не просто окошко вот диалоговое, да, вот это вот анимированное такое, прям смотришь на это все. И как бы, ну, есть куда глаз положить, так сказать. И все вот это вот прикольно сделано в самой игре. Ну и интерфейс такой. Вот, магазин доспехов, пожалуйста. Офигенная игрушка. История хорошая. Не знаю даже, почему-то я как будто бы соскучился по подобным играм. Я-то и раньше играл, там, JRPG-шки, но это было, как давно. Очень давно. Как интересно слушать о чем-то мне непонятно. Я вообще не играю в игры. И вот кто-то скинул Харамарампос, и вот началось такое вау ощущение. Ну да. Не, ну вообще, как бы даже тем, кто вообще не в курсе того, что такое вообще разработка игр и тому прочее, будет интересно послушать, мне кажется. И как бы сам также в начале пути вот как бы разработчика игр, но сам по большей части как бы занимаюсь тем, что веду прямые эфиры, общаюсь просто вот с людьми из чата и так далее. А тут вот у меня будет практически первый опыт интервью с человеком. Ну, я, как бы этого товарища разработчика знаю. По крайней мере, после каждой встречи в каком-нибудь митапе, типа игровых разработчиков, мы заходим в бар. Типа автор-пати. И часто бывает так, что мы, бываем в одном баре, так сказать. Ну, именно после митапов, а так я сам по барам не хожу. Да. В общем, такие дела. Будет довольно-таки интересно, мне кажется. Потом, может быть, из этого интервью мы сможем как-то Погоди, что? Нифига он дорогой. Мне кажется, суперпроводник был. Ну и потом я надеюсь, что из этого подкаста мы развеем какие-то мифы для
тех, кто вообще не в курсе, как игры создаются и так далее. Ну, то есть, может быть, кто-то думает, что это слишком легко, а может кто-то думает, что это слишком сложно. То есть, какие-то такие, ну, типа, вещи. Что-то да проясним, я думаю. Но самая главная проблема, именно как разработчика игры, мне кажется, это именно то, что ты не можешь сосредоточиться. По крайней мере, я что вот ощущаю. Типа не могу сосредоточиться и не могу как-то, ну, собраться с силами, чтобы начать что-либо делать. Вот это вот самое главное. Блин. Что бы такого поставить-то? Как будто бы пламенный проводник норм, но в то же время... Не, хотя нормально. Окей. Так, где тут вербовочный пункт? Надо отчитаться по поводу выполненных контрактов. А, во, прямо. Так, пришли взять контракт, к сожалению, мне сейчас не до вас. Я готов к демонстрации смелости. В ближайшее время у нас не будет новых контрактов. Если вы здесь в поисках работы, я не могу вам ничем помочь. Блин, я думал, награду возьму, а не это. Ладно. Угу. Обменник. Так, пришли посмотреть на королевский камень. Форд на первом месте, Луи на втором. Подожди-ка. Тебе не кажется, что разрыв немного увеличился? Гида вернулся на третье место. Наверное, это связано с растущей популярностью сантьянства. Тебе немного удалось достичь за это время. Я много удалось достичь за это время. Пора бы уже и твоему лицу появиться на камне. Сейчас все зависит от дальнейших действий Луи. Мы не должны терять бдительность. О, нормально. Кстати, пока не забыл. А хотя... Блин, хотя не надо. Давай. Да ладно. Он меня на пароме сейчас доставит вон туда вот прямо. Вам куда только скажите. Район гостиницы. Арена. Так, корень попробуем. Прикольно. Переходы такие. О, чел с жуками. Кажется, я где-то тебя уже видел. Что, погоди, ты же тот старик, который был в желудке песчаного червя. Он самый, да. Как тебе удалось выбраться? Я смирился с тем, что его брюхо станет моим последним пристанищем. Однако после того, как я столкнулся с вами,
Ребята, мне захотелось снова увидеть белый свет. Я воспользовался магией, чтобы вызвать у него несварение желудка. После этого выбраться наружу не составило труда. То есть он также через жопу вылез. Значит, ты выбрался точно так же, как и мы. Как бы то ни было, я рада, что с тобой все в порядке. Кстати, вы не видели где-нибудь светящихся жуков? Это необычные насекомые, их панцирь сияет золотым светом магла. Если вам попадется такой жук, нанесите его мне. Я буду очень признателен. Светящийся жук, кажется, мы как раз ловили такого. О, это он, золотой жук. Так, я хочу вознаградить вас за старание. Вот, держите. Драконья кровь. Драконья кровь восстанавливает окружающую тело магу. Может вам пригодиться. А ты точно хочешь обменять это на бесполезного жука? Кто ты вообще такой? Я всего лишь старик, который любит насекомых. И я и к червю брюха попал, потому что слишком увлекся ловлей жуков. И не видел, что творится вокруг. Вы же путешествуете по всей стране. Если вам когда-нибудь попадется золотой жук, я буду рад пополнить свою коллекцию. Амулет противоядия. А. А у меня сколько этих жуков? Так, посмотрим, сколько вам жуков удалось поймать. Здесь слишком мало. Принесите мне не менее 7 жуков, чтобы получить награду. Поймайте еще 11 и возвращайтесь. Еще 11. Какой требовательный дедок. Так. Ну что, старина, на кого ты делаешь ставку сегодня? Я, пожалуй, сыграю наверняка и поставлю на чудовище. А я рискну поставить на парипаса. В следующем случае его победы я сорву большой куш. Но если он подохнет, что ж, хоть какое-то будет развлечение. Да уж. Я тоже не прочь на это посмотреть. Любопытно наблюдать, как в чудовищах просыпается жажда крови. Блин, наличие подобных развлечений не очень хорошо сказывается на моральных ценностях людей, да? Так, что вас интересует? Если вы на демонстрацию смелости, то идите дальше, вперед. А Колизей, ясно дело, пока закрыт. Понятно. Ладно. Пока с этим голяк. Ладно, пойдем в гостиницу. Поисследовал город. Приморская улица. Да, гостиница. Так, тут Приморская улица, базар, Колизей и гостиница. 4 района получается. И тут это лицо. Отсюда хорошо видно лицо короля. Я замечала, что оно немного движется, но не думала, что оно последует за состязанием до самого Брилхевена. Думаешь, оно здесь из-за состязания? Присматривает за основными претендентами, судя по изменениям на королевском камне. Оно за нами точно наблюдает. Что ж, может даже лучше. Видя эту штуку в небе, каждый всерьез задумается о будущем королевстве. Ладно, давай поищем гостиницу. Великое Его Величество все смотрит на нас. Полагаю, после демонстрации смелости мы направимся в Монтарио. И я представить не могла, что Королевский дворец воспарит в небеса и пролетит над 3 главными городами Ухронии. Королевская магия. Какая же она могущественная. Обещаю, помогу любому, кто попал в беду. Дзин, нет денег? Не хочешь умирать? Просто попроси Дзина о совете. Спасибо вам. Честно говоря, у меня есть кое-какие проблемы с работой. Не стоит беспокоиться, я хорошо разбираюсь в экономике Брилхевена. Какой мутный тип. Ну да.
Пронырливый работник. Ты тоже участвуешь в состязании? Странно видеть среди претендентов Эльда. Кстати, о странном. Слышал, среди претендентов, участвующих в состязании, есть даже язычник. Сангтиане ни во что этих язычников не ставят, так что у него нет ни малейшего шанса на победу. Язычник. Наелся и спит. Что это такое? Кто-то смеется, как псих. А, вот он. В городе стало куда оживленнее, скоро от посетителей не будет отбоя. Паучье логово. Это, конечно, похоже на гостиницу, но у тебя нет ощущения, что будто тут что-то нечисто? Может же есть еще варианты, может поищи место получше? Ну да. Возможно, нас там прикончили бы. Че, я просто могу выбрать любое место, реально? Ну, кроме того. О, много гостиниц, смотри-ка. Вот этот самый богатый, как будто бы. Это такой. А, смотри-ка, все зазывают к себе. Там какой-то парипас. Там... Ара-ара, блин. Не, ну тут что-то прям... Так, ну это место больше всего вызывает доверие. Кажется, я видел тебя в Мартире. Ты тоже участник состязания? Хочешь становиться в этой гостинице? К сожалению, сейчас нет мест. За демонстрацией все переполнено, а я так хотел в этот раз переночевать в хорошем месте. Вот как значит. Если здесь не выйдет, придется искать другое место. О, я вспомнил про твой бегун. Ты его еще поставил прямо в центре Мартира. Что за технология у него? Расскажи. Напомни, кто ты? Как ты можешь делать вид, что не помнишь? Я Лина Кайден, единственная дочь мастерской Кайденов. Я тебя не встречал даже. Кстати, я тоже участвую в состязании. У меня настоящий бегун есть и все такое. Это значит, что если ты будешь упрямиться и ничего мне не скажешь, я могу тебя силой заставить. Ясно. Лавлес. Кого я вижу? Ты же тот Эль, который был в Мартире. Мы с тобой неплохо выступили на демонстрации смелости. Ты хотел остановиться в этой гостинице? Боюсь, ничего не выйдет. Меня вот только что оттуда выгнали. Хозяин сказал, что мест нет, хотя гостиница называется «Радушие». Смех да и только. Как ни кстати. Рядом есть две другие, но оба варианта не самые лучшие. По ту сторону фонтана стоит гостиница «Золотой коралл», где останавливаются такие богатеи, как Фордон. Туда не пустят ни Парипаса, ни Эльда. За Золотым кораллом есть еще одна гостиница, но она безумно дорогая. К тому же, по слухам, там остановился Луи. Наверняка выкопал все места для своих буйных подручных. Луи, говоришь? Тогда нам и правда лучше там не появляться. Дорогие гостиницы нас не примут. Те, что на отшибе, нам не годятся. Остается только паучье лого за этой таверной. Но слишком уж она жуткая. У входа стоит мрачный Эйджев и ухмыляется. В общем, я лучше воздержусь. Что ж, я не сумел найти гостиницу, но нашел эту таверну. С этого дня она станет моим замком. Остановиться в таверне вместо гостиницы. Идея, конечно, так себе, но это паучье лого вовсе не внушает мне доверия. Да, блин. Мы по-любому сейчас остановимся в паучьем логове. По-любому. Все идет к этому просто. А это случайно не один из моих последователей? Ты кто вообще? Странно, что ты не слышал обо мне. Но это большая удача для тебя. Впервые узреть мою красоту поистине настоящая привилегия. Мое кредо. Красота превыше всего. В первую очередь, король должен быть красив, разве не так? И в какой бы ты гостинице ни остановился, она должна быть достойна моей красоты. Да как этот золотой коралл. Правда, я не думаю, что у тебя хватит денег снять комнату в подобном месте. Вот урод. Хотя я все равно не хотел бы останавливаться в гостинице, где полно таких постояльцев, как он.
Что ж, кажется, все хорошие гостиницы переполнены. У нас остается лишь один вариант. Мне и правда не хочется идти в это паучье логово, о котором нам рассказал Лавос, но, похоже, выбора у нас нет. Ну все. Нас ограбят. Нас ограбят. Эта гостиница выглядит подозрительно, но убирать там мне есть чего. Прежде чем войти, давай поговорим с тем мужчиной, кажется, он хозяин гостиницы. Капитан содрал мне целое состояние за проезд до столицы. Я-то думал сорвать куш на крупных ставках, а мне теперь и поставить нечего. О, ищите где бы остановиться, мне как раз есть для вас комната. Я никому не отказываю, да и беру недорого. Преступники низшей расы здесь всем рады. Для начала взгляните на комнату, оплату обсудим позже. Как-то тут все подозрительно, однако, думаю, мы можем хотя бы взглянуть на комнату. О. Да. Да. Ну хотя подмести-то, ну. Все равно это лучше, чем спать в бегуне. Просто вытянуть ноги уже большая радость. Видели, какой-то жук прополз? Он с мою голову размером наверняка ядовитый. Ну это всего лишь насекомое. Слушай, как ты ухитрился жить рядом с гнездом гигантских червей, если боишься насекомых? У меня была хижина. Так вот почему ты жил в хижине. Сейчас важнее обсудить план на завтра. Ну да, встречаемся с Джоанной и отправляемся в церемонию демонстрации. Джоанна признается в преступлении, ее вина в Санкт-Трине бросить тень на Фордуна, и это должно произвести впечатление на Луи. Только без Джоанны план не сработает. Ты уверен, что она придет? Я надеюсь на ее честность. Она решила предложить вместо головы чудовища свою. Значит, она действительно верила, что это ее ребенок. В каком-то смысле. Я считаю, что ее движет истинная родительская любовь. По крайней мере, я хочу в это верить. А если она все-таки не явится? Эсмер, ты ведь больше всех пострадала. И больше всех рискуешь. Ну да, по крайнем случае, вы предъявите в публике мою голову. Как-никак за нее все еще назначена награда. Глупости, мы не станем ради победной жертвовать невинной жизнью. Но, должна сказать, твое предложение крайне великодушно. Ну что ж, мы сделали все, что могли. Теперь надо взять себя в руки и встретить конкурентов лицом к лицу. Спать ложиться еще слишком рано. Предлагаю посидеть в каком-нибудь пабе, послушать, что происходит в городе. Ля, ну что ж. Да, и, кстати, поужин заодно как следует. Как знать, для меня это место может... Для меня это может быть последний ужин. Мне такие шутки не нравятся, но выйти в город и правда может быть полезно. То. Кто мы без красоты? Чего стоит речь и обещания, если они льются из неприглядных уст? Красота — это все, и нашей стране пора поставить ее во главу угла. Похоже, претенденты начали выступать с речами. Давайте немного послушаем. При прочих равных условиях, на какой голове вы хотели бы увидеть корону? На уродливой или прекрасной? Красота — это сила, а нет силы, нет и красоты.
Да уж. Когда я займу трон, я первым делом лишу титулов всех, кто некрасив. Мы изгоним их прочь и вместе построим ослепительно прекрасное общество. О, страшно, страшно. Я бы на месте кого-нибудь... Если бы он был бы на первом месте сейчас, ну, по популярности, я бы нанял снайпера. Меткого, а не того, который стрелял в Трампа, знаете. И ёбнул бы его. Или лучше, там, ну, не знаю... Ну ладно, ну в общем, идеи есть. Как избавиться от такого человека. Это прям угроза для всей страны. Визгливая женщина. Я люблю тебя, мила. Но он хорошо уловил, какие идеи может поддержать народ. Что, у тебя ничего не смущает? Это же неправильно. А ты надеешься дождаться короля, который все будет делать правильно? Ты че несешь? Смазливая личка не поможет выиграть войну. Какой-то крутой чел. Такое ощущение, что он из Германии прибыть. Кто услышит голос монарха, у которого нет военной мощи? Когда я стану королем, я намерен основать единую нацию и возглавить ее раса Русента. Раса и статус имеют значение. Никакие отщепенцы не пошатнут общность. Она пребудет вечно, как монолит. Не добьется истинного мира тот, кто не готов применить силу. Правильно, за Русентов. А он сам-то кто? Скуф какой-то, упитанный. Много ли чести в насильственном захвате власти? Это недостойно. Когда я стану королевой, вся продажная верхушка власти пойдет под трибунал. Мы вытряхнем их кошельки и наточим гильотины. Радикальная, да. Не сносить головы тем, кто надеялся подмять под себя мир с помощью денег. Мы разделим их богатство и выпьем за здоровье трудового народа. О, товарищ Ленин! Товарищ Ленин, это вы? Ты права, Катерина, нам нужна такая правительница. Броневик ей, броневик. А не станет ли первой жертвой тот, кто на троне? Все просто выкрикивают то, что считают важным. То, что считает важным. Все эти претенденты ничтожества. Свирепый молодой гладиатор. Никто тут и в подметке не годится, господин Луи. Парень твой Луи даже не участвует в состязании, боится проиграть Сантифику Форду на бедолага. Много ты понимаешь, старый Рейч, он просто не хочет тратить время на этих пустобрехов. Честно говоря, не знаю, что и думать. Такого никогда не было. Еще никогда горожане не собирались прямо на улице среди бела дня, чтобы во всеслушанию объявить свои мысли о короле и королевстве. Ну да, это практически демократия или митинг. И правда, а его величество действительно хотел именно таких перемен. Лучше об этом не думать. Предлагаю войти внутрь, так как бы нам не нарваться тут на политический диспут, переходящий в драку. Аквариум. Надо было его до потолка, аквариум этот. Когда я стану королем, городом будет править удовольствие. Каждому кварталу по бару, каждому руку по стакану. Праздник каждый день. Вау. Да. Выпьем за счет Лавлеса. Ура.
Оставьте глупые мечты глупцам, отдайте корону мне. Я сделаю наше королевство самым могущественным в мире. Самым могущественным? Ну и что это вообще значит? Ты же очередной прихлебатель Луи. Его пес. Вот и хватит тявкать, возвращайся к своему хозяину. Вечно тут Луи, дался он вам. Да я не меньше, чем он. В страже служил. Так ты реально его подсос, зачем? Чё вообще? Весьма оживленная публика. Похоже, многие приехали сюда исключительно ради состязания. Эй, парнишка! Это Эль, что ли? Ты тоже претендент? Разгрози меня гром. И правда, я таких ни разу в жизни не видел. Но вряд ли тебе это поможет состязанию. У тебя нет ни шанса. Не обращай на них внимания. Слова пьяницы ничего не значит. О, рыба плавает прямо перед стойкой. А я слышал о таком. Посетитель может выловить рыбу, а повара ее приготовят. Звучит интересно. Хочешь, я спою моряцкую песню, пока ты будешь рыбачить, капитан? Звучит очень плохо. А, да? Мы это делаем? Он реально сейчас будет петь? Я поймал какое-то странное, жуткое существо. Это точно можно есть? Выглядит как-то противоестественно. Надо попробовать. Она ведь даже не посмотрела. Это просто восхитительно. Вкус моря полным волной протекается по небу, и такая приятная хрустящая текстура. Ах, пожалуй, я тоже попробую. В конце концов, нам бы не стали предлагать что-то совсем несъедобное. Ну, надеюсь. Если что, мы умрем вместе. Это деликатес. На самом деле нет. Ты ведь только что это придумал. На мой вкус слишком склизко. Я ничего не говорил, потому что Хюлькенберг так понравилось, но если уж собирался... Если уж собрались есть совершенно незнакомую рыбу, может хоть поджарить ее? Я считаю, и так неплохо. Нельзя же быть настолько неразборчивой в еде. Да. Друзья мои, простите, что отвлекаю вас от трапезы. Я Батлин, турнирный глашатый. Возможно, вы помните меня. Маркирию произвели полный фурор. Все-таки большинство поняли задание убить чудовище буквально. Вы же увидели в нем метафору. Метафора! Надо же было что-то сделать. Ситуация была серьезная, надо было что-то делать. Но все претенденты постарались добыть хоть какую-то голову для демонстрации. Меня удивило, что вы сразу решили пойти неожиданным путем. Итак, скажите, есть ли у вас голова? Сейчас уточню. Да, голова вроде на месте. Решили до последнего сохранять интригу? Что ж, тогда буду с нетерпением ждать демонстрации. У вас такая изумительная разноликая команда. Меня всегда интересовали неочевидные лидеры, а темные лошадки, так что... Боюсь, придется вам потерпеть мое любопытство. Странный малый. От глашатая церкви не ожидаешь таких рассуждений. Кто он вообще такой? Да. Говорят, юный претендент не принес голову. И на что же он рассчитывает?
Это уже не важно. Бедняги скоро объяснят, что главное в этом мире знать свое место. Думаю, за ним стоит понаблюдать. Лучше никому не говорите, но я думаю, что по силе он может сравниться с графом Луи. То, что надо, чтобы немного оживить эту гонку. А я понял, ты, видно, только из кабака вышел. Я ранен в самое сердце. Никто не верит радикалу? Ладно, сами все увидите. Пиарит нас потихоньку. Жанна и Бардон прибудут в город уже утром. Они наверняка заглянут в наш бегун. Нейрос обязательно должен их встретить. На рассвете мы должны пойти к бегуну. Так. Как же называется эта тема? Сейчас.
Так. Сейчас подойду.
Так. Угу. Ай, елки. Все-таки надо лезть к графину. Опять бухой. Ух. Так. Ты говорил, что остаешься встречать наших гостей, а на самом деле просто хотел надраться? Да. Похоже, Джоанны и Бардена еще нет. Этого я и боялась. И у нас нет другой головы, чтобы продемонстрировать судьям. Опасная ситуация. Они скоро будут, я уверен. Ладно, пойду я умоюсь. Они тут. Он в туалете был. И убегает еще. Приношу свои извинения, я не ожидал, что кто-то может войти. Ты-то здесь откуда взялся? Объяснись. Что там случилось? Они все это время были здесь? Прошу прощения, мы слышали, что у вас в бегуне есть ванна и решили хоть немного привести себя в порядок. Я приняла ванну в первый и прилегла отдохнуть. Размышляла о своих последних днях в роли Санкт-Катрины. Ну да, ее казнят, скорее всего. Не то чтобы о последних днях, скорее всего. О своих оставшихся днях. Будущего-то у нее нет уже, все. Сэр Нейрос любезно позволил нам освежиться с дороги. Ну конечно, разве я мог иначе? Кто бы не проникся сочувствием, она ведь могла сбежать отсюда, как вор в ночи, но нет, она... Вот она, смывает с себя грехи. Сердце рвется, нету сил. Вот и пришлось мне опрокинуть рюмашку, чтобы нервы успокоить. Но бутылка почти полна. Неужто и вправду хватило рюмки, чтобы тебя так развезло? Не стоит его бронить. Беседа с ним успокоила мое сердце перед грядущими испытаниями. Я не могу предать вас и вернуться к своим иллюзиям. Я лишь хотел немного загладить вину, но прежде чем понесу настоящее наказание за свои грехи. Понимаю. Спасибо, что вы здесь. Тогда, как договаривались, вы сделаете публичное признание, когда придет время. Признаюсь честно, совсем не хочется давать вас под суд, ведь вы уже искренне раскаялись. В конце концов, кто без греха?
Да ну нахуй, она... Не, она должна... Она скармливала своему ребенку других детей заживо. И людей других. Ну, вообще. Так что она, ну, конченый человек на самом деле. Вы женщина высокопоставленная. Толпа будет большая. Не хотелось бы спровоцировать побивание камнями. Можете объяснить своими словами? Мы не можем просить о большем. Спасибо. Тогда после нашего разговора у меня снизошло такое умиротворение. В душе словно рассеялся туман, и я увидела смысл жизни как на ладони. Туман, значит. Спасибо за все. Надеюсь, ты получишь корону. Я постараюсь. Кто бы не получил королевскую власть, мы сделаем все, чтобы ее не применяли в гнусных целях. Наконец-то все готово. Теперь будем надеяться, что наши планы принесут плоды. Спасибо за терпеливое ожидание. Итак, сейчас мы начнем первый раунд состязаний за трон. Демонстрацию смелости. Желающие править королевством должны предъявить добытые головы и тем самым доказать, что достойны трона. Ага, этот хер тут еще. О, нифига себе. Интересно. А, это еще не все даже тут. Русента не видно. А, он там вот стоит, вот он. Позже мы объявим второй раунд. В него пройдут те, чьи лица станут на королевском камне. То есть 20 претендентов, получивших небольшую поддержку судей. Наибольшую поддержку судей. Да тут не судьи выбирают, а люди, по-моему, не? Всего 20? Один раунд? И сразу столько выбывших? Я надеялся, что мы хотя бы первый раунд пройдем. Но все может оказаться не так просто. А сейчас, дамы и господа, обратите свои взоры на прекрасные лица за судейским столом. Так они все, сука, люди Фордена, блядь. В чем смысл? Так. Его и ее высочество правителя Океании Монтарио. Это же ее высочество. И князь Монтарио тоже тут. А он тот здоровый, наверное, генерал, если судить по доспехам. И, конечно же, сегодня с нами единственная неповторимая любимица публики, наша гостья от церкви. Более известная как преподобная Релла, целительница всех недугов. Встречайте прекрасную леди Реллу Стиган. Кто это? Видите, мне в курс дела, я же буквально в смысле из-под земли вылез. Я тоже не в курсе вообще. Она одаренный лекарь. Я была с ней знакома, хоть и очень давно. Еще в ученицах она считалась лучшей целительницей королевства. Похоже, публика очень рада вас видеть, миледи. Скажите, что вы чувствуете, надевая мантию судьи? Ох, боюсь, вы меня поставили в тупик. Здравствуйте все. В нашем городе... в вашем городе очень вкусная рыба. Ну и другие морские создания. В смысле, они удивительны. Мы еще так мало знаем о море. А, говорят, в восточных морях и океане водится легендарное чудовище. Это так интересно, непременно поищу его следы, пока я здесь. Леди Релла, это все, конечно, очень занимательно, не хочу... Вас перебивать жаль, время поджимает, но мы ужасно рады, что вы здесь. Иногда я просто поражаюсь, что ты моя сестра. Так и научилась выступать перед публикой.
Это она, что ли, преподобная? Ну, вроде очень приятная дама. Нам сейчас лучше подумать не о ней, а о себе. Луи я не вижу в толпе. Наверняка есть его соглядатые. Соглядатые. Ну и словечки жесткие. Итак, время пришло. Начнем же демонстрацию смелости. Первым выступает уважаемый господин из церкви. Гидо, предводитель боевых монахов, теократической монархии. Тупо рыбу принес, блин. Найс порыбачил. Он что, в состязание рыбаков пришел? Я противник бессмысленных убийств, поэтому я выбрал добычу, мясо которое съедобно. После вердикта мы устроим пир для бедняков. А, вот в чем смысл. Окей, ладно, ладно. Настоящее благородство, дамы и господа, сила и сострадание слитые воедино. Зрители уже на стороне этого претендента. Ну что, может, сможет ли кто-нибудь превзойти его? Я смогу. А вот и новый претендент, следующий на очереди, непосредственный конкурент церкви. Главный последователь графа Луи, Гладель по прозвищу Черный Пес. Собака. Взглянув на эту голову, вы можете подумать, как-то маловато, зато я не просто выловил ужин в море, как этот болван. Я скажу вам вот это что. Зрите же, голова омерзительного человека. Где твои доказательства? Да, парнишка прав. Откуда нам знать, что это и впрямь человек? Что за чушь? Глаза откройте, разве у обычного чудовища может быть такое лицо? Вот это он обосрался, конечно. Да ты, наверное, сам эту голову смастерил. Какой же он бестолковый. Ему даже в голову не пришло, что обычные горожане никогда не видели человека. Пожалуйста, давайте не будем держать себя в руках. Претендент Гладель, мы вам очень признательны. Можете идти. Итак, кто у нас дальше? Форден. Какая же она большая? Это что, чудовище Восточного моря? Кто-то наконец убил эту тварь? Кому сказать спасибо? Я слышал, что жители этого прекрасного портового города держат в страхе чудовища. Конечно, я не мог не избавить их от этой напасти. Таков долг наделенных властью. Разве можно было ожидать меньшего? Его святейшество Форден просто вне конкуренции. Все критики замолчали. Я слышу только благородное ликование. Благодарное ликование. Блин. В ахуе просто. Трофей Фордена произвел большой эффект. Чем я ожидала. Сможем ли мы перебить такой результат? Все будет хорошо. После такого можно было просто собираться и уходить без шансов на победу. Будем считать, что нам повезло исследовать свои стратегии. Уважаемые, вот не надо нам этих недобрых взглядов. Следующий по списку трофей убийцы-язычника. Посмотрим, что за голову он принес. Блин, всех показали бы. Интересно очень. Спасибо, претендент Джулиан. За это полезное и исчерпывающее, должен признаться, изнурительное объяснение. Итак, перед нами выступило множество участников, и теперь пришла очередь последнего. На этом демонстрация будет завершена. Итак, пригласим же на сцену последнего претендента.
Ичка Вася, просим. А где их голова? Прошу прощения, мадам, я не ошибся, вы правительница Мартиры, Санктрина Джоанна? Верно. Голова, которую демонстрирует этот претендент, моя. О, вот это вот жестко мы зашли вообще. Это что за выходки? Объявить почтенную церковную даму своим трофеем? Непозволительная наглость. У меня тоже вопрос. Вижу с вами Эйджев. Не Эсмер ли это? Не тот самый преступник, которого вы должны были изголовить. Это и есть тот самый Эсмер? Да он еще и Эйджев, оказывается. Ты успел забыть, что мы спасли твою шкуру на дороге? Молчать! Может, он и был каким-то рыцарем, но теперь он гнусный преступник, похититель. Тот, кто объявит себя его союзником, должен быть немедленно дисквалифицирован. Прошу вас, подождите. Выслушайте меня. Так, ну-ка. Вы говорите о похищениях, которые держали в страхе мою родную Мартиру. Хочу признаться, что настоящим виновником этих злодеяний была я. В подвале моего замка жило ужасное существо, человек. И чтобы прокормить его, я похищал невинных жителей моего города. Жесть. Это абсурд, что ты несешь, женщина. Господин Эсмер ни в чем не виноват. Его оговорили по моему указанию. Я Бардон, капитан стражи Мартиры, подтверждаю ее слова. Все таки было, а этот юный претендент убил чудовище, снял с меня ложное обвинение и развеял мрак над Мартирой. Поэтому я сегодня здесь. Он принес вам мою голову. Ну и ну, вот это поворот! Мы получили голову. Дамы и господа. И такого трофея мы еще не видели. Этого не может быть. Она самозванка. Наверняка набожный сантьянин. Ну конечно, если они заставили бедную женщину сказать все это, Сантрина никогда бы. Да, сейчас у многих там просто... Да, смена понятий произошло. Многополярный мир рождается. Как поступит его святейшество Фордон? Он в ахуе. Достопочтенный мистер Гидо должен знать, можно ли доверять мне и моим словам. То есть это все правда, так? Да, ваше святейшество, вне всяких сомнений. Юный претендент, ты поступил правильно, заставив ее раскаяться. Теперь же должно свершиться правосудие. Что, прямо здесь и сейчас? Ваше святейшество, постойте! Благодарю за беспокойство. У меня нет возражений. Возможность покаяться перед народом — это больше, чем заслуживает такая грешница, как я. Блин, ну я как бы хотел, чтобы ее убили, ну в плане, ну как бы казнили, но, конечно, это прям что-то это... Да как бы уже все сказано, в принципе, и так далее, да? Как будто бы так оно и должно случиться. О, новый король, я надеюсь, ты избавишь мир от порочных предрассудков и жестокости. Прошу тебя, правь этой страной справедливо. Хорошо, обещаю. Ну да.
Что ж, иногда бывает и такой финал перед занавесом. Если Scientific Фордом принес самую большую голову, то наш неожиданный претендент определенно предъявил самую тяжелую. Вот так потрясение, дамы и господа. И эти чокнутые ребята снова отличились. Прекрасное представление. Да. Ебать! 49 нахуй уже! После демонстрации смелости на меня стали чаще обращать внимание. Надеюсь, это не поможет нам спасти принца. Я мега популярный. Уже в топ-50 зашел. Барден только что уехал, пожелав всем удачи. Похоже, он надеется добраться до Марти раньше новостей о признании Джоанна. Форден явился собственной персоной. Не ожидал, что он решит показаться на публике. Скорее всего, надеется переключить внимание, чтобы не свалило вину на... Не свалили вину на него и церковь. И нельзя сказать, что это не работает. Хотя мне ли говорить, ведь это я предложил явиться на демонстрацию с головой Санктрина, чтобы все нас запомнили. Да все нормально. Все так и должно было быть. Буквально так и должно было быть. Других вариантов не было. Ну да, но... Вы слышали последнее желание леди Джоанны? Мы обязаны исполнить его. Хотя бы... Чтобы хоть как-то почтить ее память. Неплохо, малыши. Сказал сучий малыш какой-то. Ага, он. Мы видели вас во время охоты на человека. Вы блестяще себя показали. Пожалуй, вы заслуживаете знакомства с нами. Я Фиделио. Это Базилио. Мы приближенные Луи. А теперь вас сопровождает Эйджи. Весь ваш отряд состоит из разных рас. Удивительно. Друзья, главное надежность, а не привычный внешний вид. А вы не только разоблачили несостоятельность церкви, но и доставили виновницу живьем, чтобы Фордену самому пришлось исполнить переговор перед всей своей паствой. Мы не знали, что он так поступит. Суть это не меняет. Глава какого-то разумного привлечет больше внимания, чем обезглавленная туша бессловесной твари. И вот о вас уже говорит весь город. Мы просто восстановили справедливость. И не побоялись настроить против себя церковь. Никому неизвестный претендент так ловко сажает Фордена в лужу. То-то был сюрприз для тех, кто верит его сладким речам. О, господин Луи, нам уже пора. Подожди, не видишь, они разговаривают. Я, конечно, люблю смотреть на всякие состязания, но жестокие зрелища терпеть не могут. Думаю, полюбоваться с городом с высоты будет гораздо приятнее. Значит, вот каким стал Луи. Даже в юности в нем было что-то жутковатое, но я не ожидал, что он станет таким тираном. Ну что, смогли мы его заинтересовать? В прошлый раз он сказал, что сначала нам нужно продемонстрировать свою силу. Раз он нашел время поговорить с нами, значит заинтересовался. Дорогие мои, у меня для вас сообщение от графа Луи. Он велел передать, что скоро пришлет гонца, так что оставайтесь в городе, хорошо? Должна сказать, я бы тоже не хотел выпускать вас из виду. У него интересно, какой архетип? Архетип. Ну ладно, не буду говорить. Господин Луи был здесь. Куда он делся? Ну, он ушел. Тебе не сказали? Да и нам, пожалуй, пора. И что все нашли в этих выскочках? Иди убейся об стену, долбоеб.
Луи, лакея все свое пришлет. А, Луи лакея свое пришлет. Вы все теперь официально у него на побегушках. Это может оказаться ловушкой. Нельзя поддаваться страху. Мы знали, что завоевать его расположение будет непросто. Мы наконец-то сделали первый шаг к спасению его высочества принца. Если мы сможем получить формулу, то у нас еще будет шанс снять проклятие. А, ну да. Привет, Авалонис ТВ. Здравствуй. Как вообще идут дела его высочества? Он еще борется? Я заглядывал в тайное здесь зеркало. Он еще спит. И в его состязании... в состоянии изменений нет. А нам известно, где эта формула? Нет. Раз она может быть доказательством причастности Луи к убийству, он наверняка хорошо ее прячет. Но при этом формула должна быть у него под рукой. Она ведь может в любой момент понадобиться. Если он держит ее где-то при себе, значит... Она нанесена на его тело. Не, ну это радикально как. Да хз, а вдруг... Ну, может, в кармане? Не, ну это ебануто как-то, не? Хотя он весь закрытый, там, типа, вообще не увидишь татуировок у него каких-либо. Не, ну такой поворот, конечно... Ну, я хз. И чтобы получить эту формулу, нам что, с ним переспать надо будет? Это ну, бред какой-то. Мы же не Baldur's Gate играем. Да в кармане, наверное, господи. Он хранит ее у себя в кармане? Вряд ли. Вдруг она выпадет. Может, он держит ее в более безопасном месте, например, в бегуне? Думаешь, она до сих пор хранится в бегуне? Прошло уже почти 10 лет. Ну, вероятность такая есть. Только попасть внутрь будет непросто. Он сказал, что пришлет гонца. Возможно, разумно будет сначала дождаться его сообщения. Хорошая идея. Тогда давайте подождем. Окей. Глубокая ночь. Джоанна. Санктрин из захолустья испортила мой триумф. Она оскорбляла церковь самим своим существованием. О. И, разумеется, привел ее именно Эльд. Эта невежественная раса когда-нибудь оставит меня в покое. О, понятно. Понятно. У меня есть идея, ваше святейшество. Пусть следующее испытание турнира будет связано с проявлением набожности. Пусть докажет, что твердые санкции. Блядь, какая тупая хуйня. Надеюсь, это, ну, не случится. Бред какой-то полный. Санктианство — государственная религия, значит, верность церкви равносильно верности государству. Полагаю, у тебя есть план. Наш следующий шаг... наш следующий пункт назначения — Альтабери. Само сосредоточение веры за пределами столицы. Можно предложить еще одну охоту. Но на этот раз за реликвиями. А так называемые божественные реликвии. Ложные идолы, которые язычники считают артефактами своих богов. Зачем миру другие боги, если есть наш? А это... Ну как-то... Тупо же, не? Скоро все будут говорить лишь о том, как завоевать расположение Санктианской церкви. Влияние вашего святейшества достигнут новых высот. На землях и язычников наиболее алчные претенденты будут грабить и мародерствовать, чтобы заполучить больше идолов. Прекрасный задел для наших миссионеров. Даже не придется пачкать руки. Да уж.
Демонстрацию божественных реликвий следует провести в день праздника церкви. Никто не испортит наше божественное право. Не оспорит наше божественное право. Когда трон будет мой, я постановлю, что эти реликвии изначально принадлежали Санктианской церкви и были похищены. Ваше святейшество, в этот день я был бы рад чести получить соответствующий титул. Разумеется, правая рука Санктифика вполне заслуживает подобной награды. Всегда к вашим услугам. Не следует ли поклониться? Сорян, что тебя тревожит, дитя мое. Меня беспокоят связанные с этим риски. Есть версия, что один из таких реликвий изначально был королевский скипетр. Если вдруг будет найдена божественная реликвия, нейтрализующая магию короля, если бы такая реликвия существовала, ее бы нашли давным-давно. Не забивай этим голову, ты святая особа. Вот и делай, что положено. Улыбайся, маши и благословляй. Релла, ты должна вернуться в столичный город и собрать народ под моим знаменем. Слушаюсь. Ай, в одни ворота воюет. Ну, то есть, блин. Козлы вонючие. А что следующее будет какой? После этого состязания. Они будут придумывать состязание за состязанием, пока Фордон не победит. Есть минутка. Какой-то странный тип оставил тебе ночью письмо, сказал он от Луи. Ночной охотник, сегодня жду. Полное презрение к правилам дипломатической переписки. Видимо, ночной охотник. Это какой-то паб или клуб? Ты знаешь, где это? На окраине города. Место весьма сомнительное. Не могу представить Луи в такой забегаловке. Думаешь, это ловушка? Он нас раскусил? Если бы он хотел заменить нас ловушкой, то вряд ли бы действовал так очевидно. Но, конечно, это не значит, что мы в безопасности. Выбора нет, надо идти. Я останусь в бегуне. Подкручу гайки, дайте знать, если проберетесь на агрегат Луи. Ну ладно, пойдем в этот ночной охотник. Дождь. Ночной охотник, да? Насколько я знаю, это не на окраине города. Нам стоит спросить дорогу паромщиков. Болтливый моряк. Куда отвезти, назовите место? Это бесплатно, все расходы покрывает город. Давай-ка на базар. Все-таки попробуем обменять бабосики. Блин, ну я думал, уж после этого у нас голова появится. Ну, кстати, да.
Сосуды для магла. Пункты обмена. В общем, ничего стоящего. Придется пользоваться тем, что есть. Выгодная сделка. Курс обмена частиц намного вырос. Ебать. Не, ну так много мне не надо. Ну. Как будто бы... Четыре, да? Давай вот так. 56. Хорошо. Так, теперь пойдем глянем. По-моему, оружие должно быть одно какое-то достойное. О, уже 722. Что говорит? Наши товары могут быть вам не по карману, так что советую подождать распродажи. День всепрощения 27. Ну, день всепрощения. Подождем тогда. Ночной охотник, значит. Это значит про вас, братья, говорили. Ясненько. О, прикольно. Эти двое. Смотрите, кто пришел. Спасибо, что отозвались. Так это были вы. А вдоль вам расстелят красную дорожку прямо во дворец? Считайте это предварительным знакомством. Слушай, ты ведь и правда пацан еще. Кто бы говорил. Не советую смеяться над моим старшим братом. А то мне придется вмешаться и предъявить пару аргументов. Старший брат? Вы братья? И он старше? А я-то думал, что имя братьев Маган вам должно быть уже известно. На первый раз мы вам это простим. Живите. К тому же, господин Луи, вы чем-то сильно приглянулись. Но прежде чем мы позволим вам увидеть его, задам один вопрос. Советую как следует подумать над ответом. Так. Что-то весь пап на вас нехорошо смотрит. Расскажи, каким ты будешь королем? Послушаем твою программу. Я сделал все расы равными перед законом. Совсем как господин Луи. Ну, ты сравнил. Одно дело равенство, совсем в другой мере тократия. Я смотрю, ты любитель усложнять себе жизнь. Давайте говорить напрямую. Мы хотели заинтересовать Луи, и нам это удалось. Вам же нужен результат, правильно? Мне тоже к тебе вопрос. Почему ты хочешь служить господину Луи? Мне не нравится Форден и его церковь. Могу понять, они не знают, что такое справедливость. Хотя не ты ли устроил публичную казнь Санкрины, чтобы обойти конкурентов, согласись? Не тебе тут мораль читать.
Мы не ожидаем, что все будут на нашей стороне. Мы просто хотим восстановить справедливость. Хм. Ну ладно, смелости вам хватает. Этого не отнять. Вы уже добились большего, чем Гладель, за всю свою жизнь. Похоже, вы из тех, кто умеет быть полезными. Немного удается получить одобрение моего братишки. А, немногим удается получить одобрение моего братишки. Это стоит подпраздновать. Считайте, что вы в деле. Окей. Расовое меньшинство везде натыкается на преграды в нашем обществе. Но Эльду ли не знать? Господин Луи, единственная наша надежда. Мы сделаем все возможное, чтобы он стал королем, и вы теперь будете нам помогать. Ну идем, господин Луи ждет нас на Карадрии. Так зовется его бегун. Уже туда идем, ничего себе. Только без фокусов, ясно? Луи один из главных претендентов. Его защищает магия короля. Мы уже десяток убийц поймали. Господин Луи пускает их на магические опыты. Догадайтесь, чем это для них заканчивается. Наконец-то мы проберемся в сам штаб Луи. Это ценная возможность. Пока мы будем говорить с Луи, кто-то должен улизнуть и быстро все обыскать. Эсмер, конечно. А, она... Ну, Галик. Ну да, кстати. Ты лучше всех подходишь для этой задачи. Отсутствие любого другого из нас сразу заметит. Ну, типа да, кстати. Решили взвалить всю шпионскую работу на меня? Ну ладно, что поделаешь. Только тебе надо бы одеться в темное. Когда окажется в его небесном бегуне, оценим обстановку. И каждый займется своей задачей. Солнце уже садится, как же летит время. Бегун Луи находится на военном порту, давай отправимся туда на пароме. Вам нужен военный порт? Это не то место, куда стоит отправляться постоянно. Ну да ладно, залезайте. Ох, ты не знал, что он большой, но вблизи он просто громадный. Эй, хорош в облаках витать, сюда. А на Карадаре потом поглазеете. Он все равно еще не скоро в воздух поднимется. Раз тут званый вечер и все такое. Званый вечер? Ты о чем? Бас, придержи язык. Это им пока знать не нужно. Напомню официально, мы пока не друзья. Идите за мной, устрою вам экскурсию. И предупреждаю по-хорошему, без глупости. Один неверный шаг, и вас убьют на месте. Не вздумайте хамить, господин Луи, иначе же вы мне уйдете, ясно? Ишь, такой грозный. Но постараемся его не злить. Вот и правильно. Не действуйте ему на нервы. Господин Луи сейчас приемный. Не заставляйте его ждать. Лол. Прям как подземелье, что ли? Интересно. Ладно, давайте-ка сохранимся. Продолжим позже. Сейчас будем подготавливаться к подкасту. Так.
Угу. Так. Мама.